Урметли seyirciler, bağlar mevzusunu bugün devam edeceğimiz. Çünkü gerçekten birçok meraklı şeyler yarımadamızda var. Bağlar için. Hem de büyükler için de yapılgan ama bağlar için daha yakın. Çünkü öyle şeyler Kırım'da, eğer sayıp baksak, 7'ye yakın. Aluş'ta, Yalta'da, daha bir kere Aluş'ta, daha bir kere Aluş'ta, Kezlev'de ve Akyar'da. Bundan da gayrı Bahçesaray'da var. Hürmetli seyirciler, şimdi bizim stüdyamızda pek meraklı misafir. Geliniz onunla tanış olayıq ve anlayacağımız bu 7 yer kayda buluna. Elbette aziz teleseyirciler, bu yerlerde böyle öz hissesini koşkan insan Viktor Жиленко, Minyatürler Parkı'nın müdürü. Доброе утро, селям алейкум. Доброе утро. Как началось сегодня ваше утро? Началось, как всегда. Ну, как оно всегда начинается? С кофе. Очень интересно. На самом деле, вот вы сегодня находитесь у нас в студии, и мы хотели бы пообщаться с вами насчет вот этих всех замечательных мест. Я даже посчитал, их, кажется, уже 7 в Крыму, да? В Алуште 3, в Ялте, в Севастополе, в Евпатории, в Бахчисарае. Парки миниатюр, крокодиляриумы. Все это, я так понимаю, ваше детище. Ну да, так получилось. А как появилась идея создания такого? Ну, на самом деле, у меня с самого детства был дома аквариум, с него все и началось. Ага. Когда я повзрослел, то супруга дома была против аквариума. И так пришлось, что аквариум пришлось сделать на работе. Да. Да, на самом деле. Думал, что если он не пойдет вдруг, то я эти все аквариумы заберу спокойно домой, и тогда уже у домашних не будет выбора. Ставить эти аквариумы или не ставить, они уже будут. Но так получилось, что аквариум уже заработал в первый же год, поэтому пришлось расширять. И стало у нас очень много аквариумов, очень много рыбок. А первый парк миниатюр где появился? Первый парк миниатюр появился в Алуште. Именно из-за того, что мы делали декорации для аквариумов. И когда они стали получаться очень красивыми, то товарищ сказал, что я видел такой парк миниатюр в Турции. Буквально через месяц я попал в Турцию, увидел парк миниатюр и показал своим специалистам. Мне говорят, так, ну, нам что декорации делать, что парки миниатюр делать. И с того момента мы начали делать парк миниатюр. Первый оказался в Алуште. Знаю, самый большой у вас в Бахчисарае, да? Да. Почему именно Бахчисарай? Ну, на самом деле, в Бахчисарае нам просто попалась очень большая территория, и поэтому туда пришлось поставить много объектов, и также добавить и мультипарк, и зоопарк сделать на одной территории. Первоначально мы хотели территорию чуть поменьше, но получилась она такая большая. Но она как бы сейчас гармонично сочетается. Сколько миниатюр представлено в Бахчисарайском парке? 86 миниатюр на данный момент. Ого. И это плюс все зоопарк, связано да? Да, зоопарк. Плюс зоопарк и еще порядка 300 мультяшных героев. 300? Да. Ничего себе. Это там же территория на самом деле не такая большая, как я помню. Ну, Она размером стадион. Не-не-не. У нас территория 2,5 гектара. И примерно 1 гектар – это под мультипликационный парк. А 86 миниатюр, я так понимаю, это не все миниатюры, связанные с Крымом? Ну, практически все миниатюры, связанные с Крымом. У нас только не крымских. Это, ну, так получилось, что 3 матери, 3 родины матери, так сказать, только разных. Ну, одна украинская родина-мать, волгоградская родина-мать, ну и американская статуя свободы. Мы их сделали специально для того, чтобы люди понимали, что американская статуя свободы не больше наших, а наши как бы современные гораздо крупнее. А вообще все миниатюры, из чего они делаются? Миниатюры делаются из пластика. То есть это все вырезано, это современный пластик, который не боится ни заморозков, ни сильной жары летом и как бы ведет себя очень хорошо. Ну, хорошо, а ветер? На самом деле сейчас пластики такие, что в них даже наступать можно, ничего страшного не будет. Ух ты, интересно. А в детстве хотели стать таким человеком? Вы думали об этом? Создание парка? Не, в мечтах у меня было создание зоопарка. Это прям вот с детства я всегда разводил каких-то курочек, цыплят, мечтал иметь козу. Да, интересно. Ну, возвращаясь к теме все-таки зоопарка, миниатюр. Вот в Бахчисарае представлены и животные. Какие виды животных там представлены?
Ну, на самом деле у нас уже очень большой зоопарк на этой территории, очень как бы разнообразный, очень интересный. Изначально мы хотели брать только самых маленьких животных, которые были бы контактные и их бы не боялись дети. Это такие, как маленькие поросята, маленькие барашки. Барашки 45 сантиметров высотой. Ага. Такие же козочки есть. Ну, то есть изначально были животные миниатюрные. Но потом так получилось, что, опять же, соседи начали приносить все, что жило у кого-то дома. Кому это надоело, у нас появились носухи, еноты, енотовидные собаки, баранов 10 видов, кучерявые поросята. Кучерявые это как? Ну, на самом деле, на поросенка смотришь, кажется, что это барашек, а поворачивается лицом, смотришь, поросенок. А, Это фантастика. я понял. А детские фигуры вот для детей, сказочные персонажи, из чего они сделаны? Тоже из пластика? Нет. Детские мультяшные герои нам пришлось сделать из бетона по той причине, что от ребенка только отвернись, он тут же лезет на эту фигуру, и как бы из пластика, конечно, бы поломали. Ага. Поэтому сделали их из бетона, внутри там армированный корпус, поэтому Ого. каждый может залезть, ну и не переживать за Подход то, что он серьезный, я смотрю. Ялтинский крокодиляриум. Там только крокодилы? Ну, одну секунду, как появился Ялтинский крокодиляриум, да? Давайте мы послушаем с удовольствием. Изначально был Алуштинский аквариум, но за 10 лет работы аквариума туда каждый год кто-то приносил крокодильчика, что вот у нас дома сидел, заберите, пожалуйста. У нас дома сидел, заберите. И у нас в аквариуме стало, что каждый свободный угол занимал какой-то крокодил. Поэтому пришлось этих крокодилов всех собрать, увезти в Ялту, там нашлось помещение. Ага. И так появился Ялтинский крокодиляриум. Конечно, там не одни крокодилы, там есть и огромные черепахи, и очень интересные рыбки. Очень большая разнообразная коллекция. Ага. А крокодилы, вот они живут с кем-то вместе в одном вот как это, Аквариум. аквариуме, да, наверное? Крокодилы живут только с крокодилами. Ага. То есть все-таки боитесь подпускать к ним кого-то еще? На самом деле, Жалко. да, даже разные виды крокодилов, они очень агрессивны между собой, поэтому Ага. приходится только по видам крокодилов содержать. И то некоторые виды даже между собой не сильно дружат, поэтому приходится их... А сколько видов крокодилов? У нас порядка 12 видов крокодилов. Ага. Ну, как бы начиная от такого вот с длинной мордочкой, которого, как казалось бы, только и из космоса прилетел. Ну, и есть как бы самыми редкими, это там миссисипский аллигатор. То есть они запрещены с вывоза с Америки, но Нам повезло, да, мы его сможем вывести. да, еще 10 лет назад цирк приезжал, и у них были крокодилы, которые не слушались крокодиловода ихнего. И они их отдали, Теперь говорят, знаем, у нас откуда не получается с ними шоу сделать. Ага. Интересно, на самом деле. А Евпатория у вас что? Евпатория у нас тоже парк миниатюр. Ну, в принципе, аналог Бахчисарайского парка, только чуть-чуть поменьше. Да. Когда вы снимаете макеты, да, мы смотрели у вас Симферопольский железнодорожный вокзал, я думаю, чуть-чуть не совпадает. Вот кто над этим работал? На самом деле у нас совпадает не то, что все точно совпадает, а все совпадает идеально. Да? Потому что Ага. первые макеты мы когда делали, мы начали тоже с железнодорожного вокзала. Мы подумали, что самое простое здание, там просто стеночки ровненькие, красивые. Или Первое- аэропорт, не Не, помню. Сейчас, вот Что-то- мне интересно просто насчет этого И вокзала. первое мы нарисовали на глаз так, примерно вот так, примерно вот так. Слепили, смотрим, ну вообще не то что-то. Второй нарисовали так более-менее получше под линейку. Вообще не то. И уже с третьего раза мы уже взяли инженера, который нарисовали как бы готовый проект, ну фактически настоящий проект ЖД вокзала, там, где было каждое окошко промерено, каждый подоконничек, каждая табличка и арочка, все померено. И если близненько сфотографировать, то даже в арках вы увидите то же самое лепнину, что и на настоящем ЖД вокзале. Ого, то есть работа ведется вот такая крупномасштабная. Вы приезжаете, вот это все изучаете, потом все это рисуете. Вот мне просто интересно, если вы, возможность есть, да, вот именно крымские памятники, достопримечательности, приехать на свой глаз, увидеть, пощупать и потом сделать макет. А как вы делали скульптуры, которые, ну, за пределами Крыма? Опять же, та же статуя Свободы, Родина-Мать. Ну, на самом деле, статую свободы, ну, есть знакомые, которые отфотографировали, есть в интернете точные размеры. Ага. Ну, как бы, там работа скульптора, она как бы больше визуальная.
Там, если чуть-чуть там не совпадают пропорции, то это глазом тяжело заметить. А на здании, если чуть-чуть неправильно померили окошко, то оно потом в общем виде смотрится уже сразу же по-другому. Ага. И многие люди, когда фотографируются, они потом снова приходят и сравнивают, что если идеально похоже, то как бы, ну, совсем другое настроение у людей. Еще, как мы видели, там у вас есть Кибир Джами, там, по-моему, если не ошибаюсь, Ханский дворец, но нету Узбек Джами других. Вот, по поводу этого хотелось спросить. На самом деле это вот самая большая дилемма была, чтобы не сделать много церквей одних и много мечетей. То есть у нас пополам все сделано, что мечетей, что церквей, и как бы, ну, стараемся не уходить в религиозную тему, а больше как бы в культурно-историческую. Ага. А Эйфелевой башни у вас нет? Эльфелевой башни нету, но у нас была очень интересная история на эту тему. Если хотите, расскажите, нам будет интересно. У нас стоит высоковольтная линия, проходит через наш парк, и стоит вот эта опорная вышка. На самом деле она точно повторяет размер Эльфелевой башни. И мы еще там 2 года назад собирались сделать на нее просто накладные Ага. штучки, чтобы она смотрелась Эльфелевой башней. Но тут же прибежали электрики и говорят, нет, ребята, сюда вот положено 10 метров не подходить. Вот так лучше и не подходите. Не, просто интересно было бы. Хотелось все-таки хоть раз в жизни увидеть Париж и Да. захотеть поехать туда по-настоящему. Так, сейчас. Вот интересно еще, в Саках ничего не планируете? Как известно нам, там есть территории возле озера. На самом деле у нас все упиралось именно в территорию. Мы 3 года искали, потому что ну, вот именно тот регион неудобно добираться из Евпатории ни до Бахчисарая, ни до Алушты. Поэтому очень много просьб было именно из Евпатории, вот Сакского района, что приезжайте к нам, сделайте у нас. Ну и так получилось, что вот нашли Я думаю, территорию всё-таки. сакские жители тоже добираются к вам. Вот ваша супруга как относится? Вы начали собирать животных. Какие Ну, мнения? аквариум, ладно, она была против аквариума дома. А в дальнейшем... Не, на самом деле все привыкается, все как бы. Супруга мне сейчас очень помогает, она делает таблички для животных, она все-таки участвует, Вошла в вкус. да, участвует в процессе, поэтому уже ей тоже интересно, уже как бы, ну, даже дети и то знают порой даже больше, чем я, о каких-то животных, потому что у них больше свободное время почитать, посидеть в интернете и что-то узнать. Ну да, на самом Вечером деле... говорят, папа, ты знаешь, что вот оказывается такой крокодил, его лучше только рыбой кормить. Мясо вообще не давать, потому что в природе он мясо не видит. Ага. Пользуясь случаем, что вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, как чего? Целеустремленности, наверное, и процветания, как и всем. Спасибо огромное, вам тоже удачи. Сау Спасибо огромное. Мы вас еще будем ждать у нас в студии с какими-нибудь обновлениями. Урметлі сейірчілер, біз yayınımızны devam etemiz. Neler bizni bekley? Әлбетте, әзіз телесерджилер, эфиріміз девам ете. Бізден айрылмаңыз. Огде тек яңы мұсафирлер ве яңы рубрикалар.